Друзья, всем привет. Что, ребят, очередная проверка. Говоря, щучка пошла, вода упала просто вообще шикарно. Буквально за 3-4 дня после последнего сплава. Так что мы с Илюхой вообще не раздумывались. Хотя рано вставали сегодня на работу, что я, что он. Я сегодня работал вообще с 3 утра. Время 7 час вечера. Опять приехали в деревню Сорт. Хотим проплыть этот маленький маршрут. Но щука начала клювать, ребят. Нас это никак не удержало, что завтра мне в командировку, ему рано вставать, также на работу. Все, ребят, качаемся, не теряем времени, просто собираемся, уезжаем и пробуем. Все, ребят, просто уже душа просто, я не знаю, ностальгия такая, то что отзванивались по рыбачкам. Один сказал, поймал 2, второй сказал 2. У кого-то поклевки были, все, ребят, это значит щука пошла. Тем самым место не перспективно, но если, допустим, щука пошла, то будет поклевка, это в любом случае, а то и рыба. Так что смотрим, ребят, не теряем времени, качаемся и бегом-бегом на воду и плывем, потому что времени у нас в обрез. Тоже, братан, погрузись. Глаза закрой. Давай. Руку, другую. Сразу отвяли, сразу, блядь. Чё пищишь? Накачали быстро водку. В прошлый раз с Илюхой приезжали 12 июня, точно помню, День России. Сегодня у нас, Илюх, какое число? 19, да? Неделя прошла, грубо говоря. Ну, потеплело, ребят, к выходным вообще по 30-очку. В прошлый раз 12 июня было 7 градусов тепла. Сегодня у нас сколько, Илюх? 20-ка, да, наверное? 22, 22, да. Тут днем как раз. Сразу видно, появился комар заново, мошка. Ну, короче, к лету опять дело. Ну и щука пошла. Все, мы с Илюхой сразу не задумываясь, рвем когти, стартуем, времени мало в обрез, так что вперед с песней. Порвал в прошлый раз. Меня калит, что постоянно таскаю все с собой, блин. На рыбалку приезжаю, постоянно что-то порвано. Что это, там не по отсекам, что ли? По отсекам просто фидер со спиннингом лежат вместе. Я говорю, опять на скоряках. Я уже давно хотел от этой фигни отойти. Думал, нафиг надо это все вместе таскать постоянно. Итальянские колбаски. Так, ну что, снарядились, вперед с песней. А мошка, конечно, да, жрет по тихой грусти. Опа. Вода шикарно упала, вообще шикарно. Там грязи не было. Вот, ребят, мы с отсюда заходили с Илюха. Здесь Илюха поскользнулся тут раз где-то. Вот, а смотрите, как вода упала. Ну, это получается неделя. Ну, неделя все равно, я думал, меньше прошло. Что-то так заработался. Вот видно, что все сырое. Ну как меньше, на прошлой неделе в среду гоняли. Ну так-то да. Ровно неделю. Я говорю, 12-19. Илюха у нас в башмачках, таких красочах, скажем. Я что-то без броня никак не могу на воду уходить. Всегда надо. Мошка стоит. Ладно, что, отправляемся. Опа. Ну вот хоть видно, слышь, траву, Илюх, смотри. Бровочки стали видны. А тут этот раз несло нас вообще страшно.
Фух, но сегодня у меня уже предвкушение, думаю, на удачу. Слышишь, кто разловится, с того сегодня 1,5 пива на вечер. Так что смотри, делай вещи. Я сейчас косодачку поставлю. Мне-то что дальше? Что есть там? Сейчас, да. Воблерок, кстати, новый подарили, сейчас покажу. Точно такой же, 1,80 А, 2,10, 1590 по акции, катушка 4000 с ним идет. 1590, думаешь, в этот оригинал? Нет, конечно. Так, ну достаем друзей, как обычно. Быстро-быстро. Так, Илюшка, ты как обычно на блесенке, да? Я буду делать воблеры. Буду пробивать тему воблеров. Кто-то приехал. На сплав, не на сплав, интересно. На сплав, да? Ага. Ну все, вот. Ну мы хоть первый, нормально. Ну тут блесна получается. Здесь воблеры. Так, я вот хотел положить в коллекцию воблерка. Было, ребят, день рождения, как все знали многие. Напарник у меня по работе. Хоть и недавно устроился, но узнал, что я как бы рыбак. Задарил мне такого воблерка. Смотри, Илюх, интересный воблер. Щука, да? Да, заглубление так 900 мм, 9 сантиметров, 11 грамм веса и до 0,7, ну до метра заглубления, короче, как раз по летнему варианту, по траве. Лайки страйк. Кстати, есть такой блогер, это как бы не реклама, но известный блогер, многие, может, его знают. Агат ТВ Продакшн. Недавно был у него видос по поводу вот этой щучки. На нее он развалился, кстати. У него даже так видос называется «Щука ест щуку». Будем смотреть. Опять же в коллекцию. Ой, ребят, немножко щучка взяла у Илюшки. Опа, сильная, слышь? Я тебе скажу, вообще нормально. Или просто первая? Да, первая. А нет такой. А ты ее забагрил просто, братан. Тихо. Не поднимай, не поднимай. О, красавчик. Да нет, надо как-то так. Вот это вот. Смотри, какая она. Она обернулась вокруг лески. Да, я тебе говорю, красоту. Ты смотри, как я, братан, забагрил. Вообще, песня. Ну, это уже пойдет. Тихо. Дети мои уже с мяском остались. Да, братан. Ништяк. Все, я же сказал, все, щука пошла. Ребят, ну это буквально сегодня будет канал на видосе. Кстати, мрачновый. Кстати, вот блесенка тоже, кстати, подаренная кем-то, Андрею вроде, да, присланная? А, это заказывал я. Ну, да, заказывал. Вот такая блесенка, ребят, сработала. Ссылочка в описании будет под эту блесенку. Она промахнулась, короче, у тебя, багрянулась. Мы проплываем, ребят, вот эту базу, которую постоянно показывал. Вот эта щучка. Там, Андрюх, пакет у меня есть в этом языке. Ну, это жареных такую возьмем, согласен. Ну, конечно, все. Хорошенько уже. Да, грамм 700-то в ней есть, но ништяк. Вообще пойдет. А я изначально не понял. Не, я сразу увидел. Да? То, что да, щучка. Потому что она такой выход. Она теплая такая, вода, смотри, какая теплая. Вода прогрела за неделю, вообще по красоте. Все, ништяк, ребята. А, я уже рад. Я даже рад вообще. Первая щука, ребят, этого сезона. Такая, да, неплохо, грамм 700. Вообще идеально. Так, Илюху с почином поздравляю. Так, сразу за борт ее, ребят, пожарить свеженькое. Ну, за это, наверное, братишка, достанем. Там, с рюкзака у меня там была где-то банка. Давай, кстати, за это. Сезон открыт, можно сказать. Держи. Считай, какое у нас сегодня число? 19 июня. Через 4 дня мне день рождения. Ну да. 26 лет. Че пищишь? Я хотел сказать, ума нет. Давай. Давай, братан. Молодец, красавчик. Вот, ребят, мы буквально отплыли метров, ну там, не знаю, 30 может. И вот первая щучка. Просто радуется. Я сразу сказал, как приехали. Все сразу чувствуется, все это видно. Но разведка должна быть, ребят, все равно. Так что, ребят, ваше здоровье. Ну и все, открываемся. Слава богу. Ребят, буквально минуту назад был сход. Опять же такой дерзкий. Но такая уже щучка посерьезнее была. Может, грамм тоже 700-800. Тоже все с под берега. Все с под берега. Ну, середины пока не пробовали даже, но стараемся все на мелях вот тут косить. Тут уже вот такие вот заводюшки определяются. В прошлый раз плыли, просто ничего и не видно было вообще. Кофе с молоком. И непонятно, куда вот интересно заброс сделать. А сейчас уже все видно. Мужичок нас догоняет на лодке. Вторая поклевка у меня уже, ну, буквально первая даже выпрыгнула, а вот вторая вышла. Ударила. Взяла точнее.
Вот, ребят, видно трава. Уже можно вот так определенно кидать. Уже смотреть. Вот такие места. Где-то щучка, где-то вот там прячется. Вечер сегодня спокойный. Солнышка нету. Затянуто. Ну, в принципе, нормально. Штиль. Полный штиль. По красоте вообще. Так, ну уже одна щучка на баркасе у нас и 2 поклевки еще, помимо этого. Это уже отлично вообще. Проплыли, в принципе, вообще ни о чем. И место здесь такое. По лету тут ну, расплывешь, как бы там стараемся проплыть, вот даже это место. Сейчас впереди перекаты, щука вся там будет стоять. С Илюхой задумываемся уже к выходным, что будем делать. Уже у нас заинтересовал спиннинг, потому что хотим в Верховье. Это по-любому. Ладно, что, рыбалим. Относительно, как помню, здесь начинается глубина, миля начинается по той стороне. Переходим на ту сторону. Ну, потому что эти места знакомы до боли. И уже будем плыть до переката по той стороне. Там уже начнется неинтересно здесь. Хотя щука, возможно, будет стоять, почему нет, но относительно по поклевкам многих сезонов, то уже в этом районе начинаются вот они. Здесь выходы, вон там выходы. Здесь потому что кувшин сейчас затоплен он получается. Он затоплен, он еще выйдет. Но он еще выйдет, но он уже что-то вышел, он затоплен еще. Вода, потому что еще не в русле. И относительно то, что надо где-то вот бровку эту держать. И плюс вот кусты вот эти свалившиеся, они будут там. Так, ну вот добрались до уже раската получается. Прямую проплыли, и здесь уже можно рыбалить. Здесь уже можно раскидывать. В принципе, здесь речка сразу уменьшается намного. Тропы бобра, ребят, видны свежие. Живет здесь, значит, проказник. Сейчас, в принципе, будем плыть. Андрей, поклевка была. Вечереет. Сейчас серьезно была поклевка. 3 раза так. Туф, туф, туф. Так лови, братан, лови. Попробуем. Давай, добывай. И ты там над кувшином не тянешь прям как раз. Цепляешь, наверное, просто, я думаю. Я не знаю, я, в принципе, вот пальчик держу вот сюда, вот кончик немного поднят уже, и я не знаю, как на зимнюю удочку, короче. Всегда уже понимаю, о чем речь. Вот такие места мне вообще нравятся. Сюда. Здесь сразу резкий перепад. Щука стоит, там течение, а здесь такое затишье. И вот нравится мне вот тут щуку сюда выманивать. Или окно какое-то смотреть. Ну, дедок тоже плывет. Ну, не дедок, может, мужичок. Да хрен знает, кто там вообще. Вечерок шикарен вообще. Днем солнышко было, а вот к вечеру так подзатянуло. Ну и нормально так. И не жарко, и не холодно. Ну и мошка не бьет. Промазались сразу с этого, с дороги. Нормально. Кувшин там телек, кувшин. Нет, Андрей даже не тянется. Да, ну все, доматываю. Ах, ребята, сошла. Пузыри только оставила. Была поклевка, ты говоришь, глаза у тебя как у филина. Я просто чувствую, понимаешь, это. И, ну там видел мелкий щурок. Я не знаю. Его все равно отпустить пришлось, я тоже видел. Да. Такой. А что с косодакой-то я стал, я не понял. Японцы что, перестали затачивать, когда хозяин спит, а воблер в упаковке лежит, что ли, или что? Относительно как будто... Да нет, хотя бы есть желание подточить этот. Вообще, смотри, разогнут у меня. Ё-моё. Странно, ребят, много выхода бобра, но щука выше взяла. Это означает о том, что, ну, щука еще вот только становится на местины свои, потому что летом, ну, когда живет бобр, здесь рыбы, ну, явно не будет. Ну, хотя бобр не ест рыбу. Вот, допустим, выдра, она вот ест рыбу, а бобр не питается рыбой. Хотя у меня был случай, я не знаю, может быть это неправда было, но у меня вот щуку скоммуниздило. Там есть даже видос на канале, когда я тащу мелкую щуку, и просто такой удар, я думал, там крупная щука взяла, а там, оказывается, смотрю, какая-то животина какая-то. Я думал, бобр изначально, ну, думал, спиннинг сломает.
Ну, потом многие пишут, что я пишу, бобр напал на щуку, а в Оконцове многие говорят, и то, что бобр не питается, как будто бы. Хотя я сомневаюсь, что он не питается рыбой. Я думаю, все равно он ест. Потому что он такой же подводный зверь. И почему рыбой не поесть? Я не знаю. Он же ест дерево. Он же мясом не питается. Почему он рыбу не может поесть? Я думаю, все равно он как-то никак, он все равно ворует сетей там еще, потому что пролеты бывают там у промысловиков, такие дыры. Бобр прошел. Ну, в любом случае он не на сеть напоролся, он шел за рыбой. Так что все нормально. Птицы начали переживать, все на гнездах, все нервничают. Но мы сегодня занимаемся тихой охотой. Так что, А что это такое надо тут будет делать? ребята, у Илюши еще одна щучка. Блесна сегодня рулит вообще. Подыми, кончик подыми, чтоб я видел. Потому что брать придется так. О, такая килограммовик, Илюх, уже. Только свечку не дай я сделать. Да, я так возьму по красоте. Ох ты, блин, ругается. О, Это килограммовик уже. это уже красота, дрёня. Вот это уже вообще, что пищишь? 11 рус рулит? А? Как ты думаешь? Рулим, конечно, брат. Ну-ка, давай я тебя запечатлю. Сегодня в Инстаграм я заполоню щукарями. Давай, брат. Ну вот это килограммовик сразу видно было. Взяла, ребят, хорошо, смотрите. Тройничок. Давай. Правда, с сигареты, прошу прощения. Давай, братский, фоткой. Вот, красивая Вот, посмотри, щука. хоть. Чистая щука. Вот так. Вот блестненько, ребят, работал. Заказал недавно, кстати, вот в прошлом видео была информация по этих блесен. Но я тоже ставлю ссылочку. Работает, желтенькая. По красоте. Ну тут уже без вариантов, Илюх, слышишь. Угу. Хорошо Ну, взяла. точно. Хорошо взяла, да. А давай цеплять. Сразу. Ну, килограммовик. Подходим еще, ребят, в хорошей точке вообще, относительно очень хорошей. Здесь небольшая глубина, может метра два, наверное, под берегом. И коряжничек такой стоит. И там следом ждет хороший перекат. Здесь постоянно, ну, килограммовики ловили здесь и до 2, ну, для нашей речки. Ну, здесь место отличное. Я думаю, с этой точки должны взять что-то вообще. Потому что вот сейчас проходили, точки сыграли вообще, что ни на есть. Ну, то бишь плывешь посередине, но надо отойти или к тому берегу, или к этому берегу, чтобы была поклевка. И все это пока срабатывает. Это вот очень радует, то что, ну, реально рыбак учит место, учит ресурс вот этого всего. И уже потом приятно, когда ты понимаешь вот это все и кидаешь, и там есть поклевки, но это вот вдвойне приятно просто вообще. Это вообще по кайфу, конечно. Плывем, ребят, просто красота, птицы поют. Спокойный вечер, тем более с корешем вообще. Обсуждаем там какие-то нюансы. Просто, ребят, каждому желаю об этом вот так проводить вечера, знаете, там не тот же пиво не за телевизором, а в лодке и ловить еще и рыбу, и еще и кайфовать от этого. Так что, ребят, это здорово, конечно, на самом деле. Ну, сезон только начинается, так что, я не знаю, рыбалок будет очень много. Будем планировать разную рыбалку вообще. В этом году с Илюхой хотим просто разловиться по разным методикам. Что только не придумывать. Вот стухнет, как говорится, кукушка та же в голову. Надо будет, и мы поедем туда. Надо будет, и сделаем то. Надо будет, сделаем это. Будем пробовать разную рыбалку. Ну, вот одна из любимых наших рыбалок вот такая. Конечно, сезон начинается, так что все впереди. Опять ругаются чаята, чаеныши, чайки точнее, чаеныши еще там где-то, вот, разорались. Ладно, ребят, вот эта точка, сейчас будем пробовать. Очень, ребят, хорошее место плывем, очень вообще. Всегда здесь радовала щука, разная, правда, ну поклевка радовала. Факт в том, что иной раз заплываешь, и тут иной раз тут я торможу прямо на пляжок, с лодки выйду, забросов 15 сделаю побольше, потому что здесь тебя пронесет, и ты не успеешь это все сделать. Ну, хапнет какая-нибудь там щучка, уже радуется душа. Место хорошее, я не знаю, должна щука быть, по идее. Надо попробовать выцепить с этого места, чтобы
как сказать, не запиздоболо, а по факту все было. Вот здесь крутит вот с оттуда часто вот тоже щука выходила. Ну вот, ребят, мы тут с Илюхой в прошлом видео оставали, вот здесь тут 15 рек было. Опа, смотри, мамаша. Мамаша? Я тебе говорю, там вообще питонша. Я тебе говорю, Андрей, надо долавливать. Долавливать. А куда вставать, братан? Вот, ребят, буквально на ваших кадрах. Ну, правда, не доловил. Не доловил. С откуда? С корня вышло? Вот оттуда вот прям. Что, встаем тогда? Давай вот сюда пустишь. Нет, там нас понесет, Илюх, слышь. Подержимся. Надо Кто-то вставать. покидает, и тут подержится. Она просто, я тебе говорю, мама, там вообще. Давай, рожу встань. только высунула. Ну, я слышал, да, по всплеску. Неплохо вообще. Лишь бы настроение у меня не пропало, слышишь, братан. А так все по кайфу. Ну вот, ребят, все равно. Только не говори, что я ты зацепил. Какое? У Илюшки еще одна поклевка. Прям с переката заходим в курью. И щука взяла. О, ну тут такая уже бодрая, братан. Ушла. Ушла. Ё-моё. Ушла. Ну, была хорошая. Я видел вообще по красоте. Ой, блин. Вот, ребят, смотрите, да, блесна работает вообще шикарно. Ну, подменяться нечем вообще реально. Это то, что вот сейчас по сезону заказал. Нет такого вот. Воблер пока не работает, потому что воблер работает с заглублением 1,10 м, наверное, всего лишь. А хотя парнишка сейчас заплывает вот в ту курю, мы разошлись с ним, сейчас встретились вот на пляже. Он прокидал вот впереди нас, не было поклевки у него. Я, считай, догонял воблером. Илюшка закинул перевяза и сразу щука взяла. Блесна работает, тут надо подыскать что-то такое, но у нас подходящего ничего нету. Вообще ничего нету. Я как бы не хочу экспериментировать, уже как бы остаемся при своих. Но щука была достойна, больше килограмма видно было. Хорошие рывки. Не знаю, и поставить такого ничего нету. Вот эту поставь, нет, которую, еще одну колебалку, рыжий-черный, Андрей. Вот это? Да, вот это попробуй, вот она же беленькая, смотри, красненькая. Вот еще есть, смотри, с 3 крючками, похожая вообще копия. Она очень легкая, Илюх. Еще было, слышь. Было. Это тебе уже, слышишь? Нет, это не Тебе уже эмоции, братан, ворошат тебя просто. Тебя уже ворошат эмоции. Просто я ту ждал, видишь, ну чуть-чуть не дождал. Чуть-чуть, вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да вроде слабины не дал, но она у тебя куда-то, она к лодке пошла, видно было на камеру. На камеру даже видно будет, наверное, скорее всего. Ладно, что, сейчас курья, здесь тоже хорошая местина. Мы до сих пор ловим, ребят. Клевочка у меня с переката. Это горбач, брат. Фига он борец по красоте. Смотри, битый, братан. Битый, да? Угу. Да кто-то его уже пытался. Только шпульку, братский, размотай. Смотри, прям в центр взял. Угу. Вот такой красавчик вообще. Вот так кунек, кстати, разловил. Косодака взяла, ребята, кунька. Вообще. Так вот клево, вот так нормально. Смотри, братан, битый реально, я не знаю чем, но зубы свежие вообще. Вот распушился. Ух ты. Распушился парень. Да. Удары такие дерзкие были. Еще, ребят, сход, блин, в районе килограмма, блин. Что такое, блин? Что-то не то, блин, с косодакой. Крючки надо будет подточить, походу, блин. Не секет. Или просто удар подлодки, это изгиб вообще в дугу. Слишком нежно, что ли, не просекает. Перекат, да, божественно вообще. Не обидно, конечно, как бы, ну. Все равно едем за результатом, за поклевками. Ну, щука была прям здесь. И неуспешно. 4-й сход, ребят. 4-й сход. Охренеть, блин.
4-й сход. Ну, косодака работает. Все равно я в ней уверен. Все по красоте. Что такое? О, она что ли, братан? Братан, она крупная еще, слышь? Бля, ушла. Так я тебе говорю, пиздец, блядь, это из-за переката, Андрей. Надо было припарковаться, блядь. Блин, она хапнула. Крупная щука была, слышь? Да я уже видел, ёптать ее, она так громадина была. Вообще здоровая щука была. Блин, я прям занервничал, слышь, братан. А тут уже нет смысла долавливаться. Здесь что намочил? Выльцевый, блядь. А? Намок, да. Так, секет у меня нормально. Вот здесь. Вон аж пузыри идут. Вот здесь. 2 щуки, короче, братан. Ну это вторая вообще четкая была. Четкая, да? Я ее видел прям. Ну-ка, братан, я уже намочился, так что дай попробую добрать. Они обычно, ну, крупные такие, лютые щуки. Вот это вообще по красоте, ребятки, было. Вторая щука. 6-й сход. Что за бред? Раньше вообще не сомневался в этих крючках. В принципе, нормально все. То что тест такой, что ли, не секет или что? Не могу понять. Сейчас пробросим. Фух. Адреналина, конечно, ребят, полные штаны. Нет, косодака работает. Это просто был момент случая, то что Илюха кидал и щука хватала. Все нормально. Вот перекат, немного меньше воды, заглубление позволяет. И все. Щука просто... Блин. Завтра на установку, послезавтра на установку, ну точнее в командировку по монтажу, по работе у себя. Блин, надо проводить вечера сейчас на реке. Пока такие моменты, пока такое нельзя терять. Охренеть. Да. Классно. Нет, ребят, в эти выходные планируем на сплав. Звоню корюшу Сыктывкар. Пускай едет. Нет, она, конечно, не возьмет. Нифига, я прокатил там ее на усах. Нормально так. Крупная щука, ребят, была. Больше двушки, это точно. Так загнула. Первая это загнула, больше килограмма было. А тут еще крупнее. Так вот нас поволокло, получается. И из-за этого не сформировались, потому что и мота... Опа! Да ладно. Эй, бля. Ой. Не крупная. Че, отпустим? Или возьмем Олегу? Да они с переката, он, братан, хватает, смотри. Ну не крупная щучка. Правда, этот. Порвал что-то ее. Ну там, блин, там Маша была, мамаша вообще. Отпустим, братан, или? Отпустим или что, Илюх? Илюх, отпустим? Отпустим ее? Отпустим ее или что? Возьмем? Илюха говорит, первая щука, и надо поесть. Понял. Да я уже закровоточил ее. Ладно, подруга, лежи, отдыхай. На кустах тогда, вот по красоте. Это какая-то черная. Интересная щучка. Здесь, кстати, озера есть. Недалеко. А парень проплыл, говорит, что нет щуки. Есть щука. Илюха, иди со своей блесной тоже сюда. Иди со своей блесной тоже сюда. Первая Илюха где-то здесь взяла. Вот ее еще можно хапануть. А эту проволок по перекату, блин. Да, ее видно. Да. Но где-то вот здесь ее просрал, вот здесь. Прям на углу. Еще на угол так потащило, серьезно. Ага. Вообще. А это уже не та, это уже свежая щучка мелкая. Взяла.
Вот Илюха на камеру по красоте, ребят, видите, перекатик дает. Ты подымай, Илюх, только этот. Не крупная, да, тоже? Ну такая. Ну, где-то такая же, как твоя. Ага. Я, видишь, я резко не тащу, такой аккурат. Ну, такая же. Давай резко, брат. Дергай. Оп. По красоте. Такая же черная, смотри, это с озера какая-то щука. Пускай. У меня дети маленькие, они кушают. Я не буду отпускать лично. Вы, ребята, как хотите. Не, ну первую щуку по сезону, конечно, возьмем, что нет. Я, в принципе, поддерживаю, потому что мы ее употребляем. Мы же не продаем. Ты откуда я взял? С той стороны? Блин, нифига, здесь одна мамка, одна хорошая, две уже мелких взяли. А считай, прошли до нас ребята, ни на троне, ни на что не взяли. Да. Нет, просто видишь, относительно того, что течение. Вот какой момент, ребят, смотрите, да? Перекат. Тут глубина-то, в принципе, небольшая. Но щуки, блин, злые стоят. Походу, вот они ждут спуска мелочи или подъема. Но хотя подъем-то навряд ли такая рыба пойдет. Елец уже весь спустился. Здорово, блин. Прикольно. С одного места 4 поклевины. Жалко, конечно, что не крупную взяли. Ну и приятно то, что остановились и взяли. Что я, что Илюха. Нормально. Ребят, все равно взяла на перекате у Илюхи. Уже прошли туда. Идем обратно. Нормальная, да? Да, такая. Килограммовик, наверное. Там, если что, я посмотрю, Илюх. Ладно. Да небольшая. Опять забагрил. Нет. Такая же, блин. Что ты взяла, да? Да, такая же, блин. Ё-моё. Килина подгонит пару штучек. Даже обещал человеку, да? Ты взял с той бровки, да? Вот оттуда с травы. Давай. Грязи. Ну а за вас что, уже мыть придется, что? Мыть-то в любом случае придется, понимаешь? Просто не столько же будет. Ну я понимаете. Я тебе про то и говорю, то что, блин, бродня, это, блин, это бродня, блин. Да, Сейчас и там не было, нифига. ты сейчас намесил там просто. Здесь, смотри, как смачно. Так, как пойдем-то? Тут пройдем, Илюх? Мне кажется, тут по боку и туда аккуратненько. Пойдем, да? Больше некак, Андрей. Давай сейчас. После перекатика остановимся. Дела сделаем, да? Кое-какие. Скажешь? Опа! Видишь, как серпом по яйцам. Опа! Это вообще серьезно. Да, вообще-то сюда не должно заносить, на эту сторону. Это плохо, ребят, смотрите. Вода большая, походу, была. Отрежем. Отрежем, конечно, надо, братан. Доставать ее. Поднимем ее на берег куда-нибудь. Ее придется везти в пакете с собой только. Больше некак. Тут и, конечно. Давай. Мы тут зацепили, я ее подниму. Давай только на борту. Ладно? По борту. Конечно, не в лодку. Охренеть, блин. Сеть-то, блин, такая дедовская. Уже дед какой-то. Так дед, походу, и ставил на какой-то. Все, друзья, доплываем уже. Осталась уже, слышно, трасса. Осталось буквально поворотик. И мы уже дома. Ну как дома? Относительно дома. Надо еще остановиться, лодку помыть, вызвонить машину. Еще добраться к родителям, к Илье. Потом к нам до дому, короче. Ну почему говорю к нам? Потому что соседи. Так получилось, что сейчас соседи, мол, мы с ним живем, с соседями. Ну вот.
Осталось немножко, уже 10 час. Уже потемнело, уже щука, может, возможно, уже характер свой поменяла, но сегодня нам понравилось вообще в оконцове. Вообще поняли вообще, где щука стоит, как брать ее, на что брать и где брать, пока стоит такая вода. Если вода поменяется на метр, все будет по-другому, это явно понятно. Уже будут другие снасти работать, погода поменяется, мошка, такомар. Ну все, несемся пока уже ближе к этому. Так что вот как-то ну так. Ну, как обычно, мойка, варка, пайка. Ну как быть? За лодкой надо следить. Смотаем же так, правильно. Ну сегодня хорошая проверка. Все, ребят, все радует, все понравилось. 6 сходов. Охренеть. У Илюхи пару сходов. Ну и Илюха отловился сегодня. По крайней мере, от меня. Ну, рыбалка, ребят, это дело такое наживное. Сейчас поеду парнишке щучку отдам, потому что обещал. Пацану сказал, что угощу. Так что сейчас позвоню, подъеду, заберет. Мошка, дождь, жесть. Ладно, моемся, умываемся и так далее. Ну вот так, ребят, прошел сегодняшний вечерок. Проплыли сколько мы? Часика 4, наверное. Отлично, понравилось. Вообще куча поклевок, столько сходов. Я, конечно, немного разочаровался в своей косодаке, потому что крючок реально не секет почему-то, не знаю. Попробую или заменить, или подточить. А так в целом улов достойный. Будем биться, пробиваться на верховье, в тайгу. Там рыбка поинтереснее, помощнее и побольше, я думаю. Все, сходил до кореша, угостил рыбкой, так как обещал. Все, идем домой, завтра в командировку, ребят. Ну и до выходных. Все, Дрюнь, на связи, ребят. Всем мира, удачи, любви, счастья. Всем пока.